Хайырлы күн, укучылар! Здравствуйте, ребятки! Сегодня на уроке татарского фольклора мы с вами познакомимся с народным праздником Сабантуй. Сабантуй – любимый национальный праздник татарского народа, пришедший к нам из глубокой древности. Сабантуй в переводе татарского языка «собан» – плуг, туй – это праздник. Праздник плуга символизирует пробуждение и цветение земли, красоту, молодость, силу и удаль. Издавна народ вкладывал в этот праздник надежду на хороший урожай, веру в будущее. В этот день все дышит красотой. Начинают съезжаться и гости, которых ждут богатые застолья, веселье, аттракционы, состязания. Сабантуй начинается после символического ритуала. В деревянный плуг впрягивают лошадь и прокладывается первая борозда. Праздник вступает в свои права. Далее идет чествование отличившихся в труде. После этого организуются праздничные игрища с состязаниями, песнями, плясками. Конкурсы. Это первый конкурс разбивания горшка «Шулемеквату». С завязанными глазами, палкой необходимо попасть по глиняному горшку и разбить его. Бой в мешках. Копчик-то игрыш. По сигналу ведущего участники должны быстро залезать ногами в мешок и, придерживая руками возле пояса, допрыгать обозначенного места. Обежав его, игрок возвращается, вылезает из мешка и передает следующему игроку, который повторяет все действия. Во время игры не допускается падение мешка. Бег с коромыслом. Киентевлен игрыш. Забег с ведрами, наполненными водой на коромысле. Главное условие игры – добраться до финиша, не разлив воды. Бег с яйцом на ложке. Юмор-каблен игрыш. Игроки должны бегом с яйцом на ложке во рту добраться до финиша и вернуться назад. Главное условие игры – добежать ложку с яйцом во рту, добраться до финиша, не уронив яйцо. Перетягивание каната. Аркан-торташ. Игроки, разделившись в две команды, встают справа и слева от каната, стараются перетянуть канат в свою сторону. Побеждает команда, которая смогла перетянуть канат на свою сторону. Бой с мешками. Это что лашо? Это шуточное состязание. Игроки садятся или встают на закрепленные округлые бревно. Им даются мешки, наполненные тряпками или соломой. И этими мешками они должны друг друга сбивать с бревна. Столб, багана. Необходимо залезать на скользкий отполированный вертикальный столб. Дотянуться до одного приза на выбор. Стандартными призами, как правило, были сапоги, лапти, живой петух, связка лакомств. Смысл состязания в том, что залезать на столб очень трудно, но со стороны это выглядит забавно и интересно. Скачки, беги. Состязание всадников на прямые дистанции и по кругу. Могут участвовать двух или более наездников. Необходимо доскакать на коне первым до финишной линии. Национальная борьба на поясах, кушаках, күреш. Борцы должны держать друг друга за кушаки и таким образом пытаться уложить соперника на лопатки. Кто первый смог бросить сопернику на спину, тот и победитель. Победивший всех традиционно получал титул батыр, силач и главный приз – живого барана. Заканчивается праздник с вручением призов победителям. Вот такой праздник Сабантуй. На этом заканчиваю, ребята.
Всего вам доброго. До свидания.